Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья мои и сестры. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ла хауля ва ла кувват илля биллахил алиyyil азим. Субханаллах вальхамдулиллах, субханаллах ва бихамдихи, субханаллахул азим. Дорогие мои братья, пусть Аллах благословит всех нас на пути Его. Во-первых, я вижу сегодняшний день некоторые лезгины выступают против меня. Но это хорошо, что мы уже знаем своих, кто нас против. Основной враг у нас внутри среди лезгинского народа находится. Это те продажные лезгины, которые служат Азербайджану. Они хорошо даже не знают истории наших народов. Они что попало, все говорит на пользу Азербайджана. И многие лезгины говорят, у нас все нормально, все хорошо. Но это все ложь, чушь они говорят. И никогда у лезгинов хорошего не будет до тех пор, пока как они отобрали у нас земли, создали свою республику на нашей земле, у нас хорошего ничего не ожидается. Поэтому никогда вы не говорите, что у нас, у лезгинов все хорошо на территории, которая сегодня стал Азербайджан, искусственной республикой на нашем земле, Лезгистана. Поэтому, мои братья, очнитесь, вы на долгом спячке находитесь, многие лезгины. Неужели вы забыли, как над вашим родством, как над вашим народом издевались вот это революционеры, 26 бакинские комиссары, которые так называемые революционеры, на штыках почти одевали весь наш народ, наших духовных лиц. Во все деревня был окружен в те времена еще Советского Союза. Вы же неужели вы думаете, что Азербайджан в этом деле не виноват против нашего народа? Азербайджан – это продажная сторона. Кто им будет платить, так они будут на него служить. Они с коммунистами в то время приняли коммунизм и пошли против своих хозяева, короче. У них хозяева были лезгины. Они работали у нас как военнопленные веками. Поэтому во время Надир Шаха, Каджар Шаха, Шах Аббаса многие попадались, они в плен. Они у нас находились, работали. Вот когда-то они своих хозяева убили, и на их места стали революционеры. И так они нас отобрали все наши земли. Это коммунисты, революционеры с помощью Советского Союза. Сегодня вы говорите, я всякую чушь говорю. Это не чушь, это то, что есть. Историю изучая хотя бы своего народа, как они убивали лезгин в Азербайджане, когда создал новую республику. Весь Азербайджан, Баку, это все наши народы. Сегодня несколько миллионов, которые мы не знаем, все они стали азербайджанцами. Все пишут в паспортах азербайджанцы, лишь бы чтобы куда-то устроиться на работу. Углы, все. Ну, такое же не бывает. Ясно вам сказано, их территории, где находились. Они в Кавказе никакое отношение не имеют. За Кавказе тоже. Там дальше Иран, территории, вот там находились они. Завтра они в Дербент, сейчас они уже глаз положили, безим, короче. И неужели вам не надоело это? А те лезгины, которые поддерживают строй Ильхама Алиева, считаю, что они враги нашего народа. Тем более все знают, что Ильхам Алиев, Гайдар Алиев, это все курды, это не азербайджанцы. Там азербайджанцам места нету тоже к власти в Азербайджане. Там управляют или курды, и таты.
два народа управляют. Азербайджанцы там 4-й, 5-й сорт в Азербайджане. Просто это государство так и назвал, огненная сторона, короче, для своего кармана, чтобы забить карманы этим деньгами, этим нефтью, всякими этим. Коварные планы там, в Азербайджане все. Многие разумные люди понимают, что Азербайджан это враг номер один во всем, на территории даже Советского Союза. Для них основной деньги, не человек. Деньги есть, у них жизни есть. Деньги нет, у них все, настроения нет. Поэтому ради денег они готовы, короче, весь Россию разграбить. И тут же не то, что Лезгистан, они потихоньку и Кавказ хочет перебирать себе в руку, короче. Еще какие-то там выступают против меня, короче, говорят, я типа должен отвлекаться от этой работы, начинают мне показывать там женщины голые, мужики голые, вы все одинаковые там. До тех пор, пока у вас закон, над вами закон не поставишь, вы все одинаковые там. Меня не надо отвлекать от цели, которую я держу. Там кто-то голый ходит, кто-то там гуляет в этом. Иди сами разберись. Не можете делать это, наведите порядок. А зачем вы мне пишете такие вещи, что творится там? Я знаю, что творится. Наводить порядок будем тогда, после того, как мы заберем Лезгистан полностью. Еще рано отвлекать нас от темы, короче. Я знаю, что творится в нашем семье. Что Азербайджан сеет оттуда всякие... Яхнамус все продали. Азербайджанцы песни поют, женщины своими голосами, всех женщин под себя делают. Многие лезгины свои жены отдают. А сами, короче, бессмысленный образ жизни ведут. Еще против меня говорят. Наверное, им хорошо платят там, короче, в Азербайджане. Это гейские государства, короче, подписанные европейскими законами. И по европейским стандартам живут на нашей земле, короче, распространяя их бесчинство на нашей земле против нас. Конечно, в Азербайджане сегодня однополые браки у них есть, женятся. И президенты, и все они участвуют. Начиная от Милли Меджлиса, все участвуют на гей-парадах, на это все, короче. Поэтому такой закон, кто поддерживает, в огне для него вместо вечной жизни уготовано, короче. Поэтому мы не должен, наш народ спасти надо. А многие братья, многие отцы обязаны смотреть за своим родами, за своими женами, дочерями. Поэтому многое разврат к нам идет через Азербайджан. Через Азербайджан идет европейский закон, европейский стиль и все. Завтра у нас однополые, одни лесбиянки останутся в Кавказе. Или петухи останутся, вот как их называется, в их преступном мире, короче. В каждом зоне минимум 500 человек подпольные вот это есть. Бараки. Вот что от Азербайджана ожидает. Все играют карты, а потом, когда проигрывают их друг друга, они изнасилуют. Такие образы жизни там дурацкие, бессовестные. Нет, да, вот за один облав в Дубае 6 тысяч только азербайджанские девчат собрали, проститутки в Дубае. За один ночь собрали. И они же говорят, Ильхам Алиеву, этот дурак, короче, нас президент не может нас кормить. Обувать. У меня 4 детей, говорит, мужа убили в Карабахе. А что нам остается? Только между ног даем, зарабатываем. Вот Ильхам Алиев нас довели до этого. И многие мусульмане, которые живут в Азербайджане, на это глаза закрывают.
думают, они пройдут вот в вечной жизни, короче. Как вы пройдете в вечной жизни, у вас бесчинство на земле создается сверху. Неужели мусульмане Азербайджане, которые живут, не понимают истинной религии Аллаха? Вы думаете, вы намаз делаете, вы спасетесь? Нет, никогда вы не спасетесь. Вы хоть миллиард раз скажите, ля илляха илляллах, Мухаммадан Расуллах. За ним надо следовать. Как пророк следовал, саллаллаху алейхи вассалям, как он очистил, вам надо и так же следовать. Сегодня вы там что только, целые улицы стоят. Геи, всякие эти, короче, мама Розы, их как называют там у вас. И еще портите наш народ, короче. Мы доберемся до нашего, до последнего. Многие отвратительные лезгини есть, которые поддерживают такой строй и против нас еще говорит. Мы наведем порядок, инша Аллах, будет у нас все скоро. Ваши оскорбления на мой адрес, за каждый вы будете отвечать лезгине. Я вас не приветствую. Почему? Потому что вы даже не уважаете ваших предков, которые одевали на штыки во время революции. Вы хотя бы изучаете свою историю, как было уничтожено в Азербайджане лезгины. Весь Баки в крови были, когда лезгины они начали уничтожать. Это город наш был веками. Поэтому изучайте. Азербайджанцы это все пришли на наши земли. А мы коренные народы. До иранских границ мы коренные народы. Лезгинизированные народы вообще полностью ассимилировали. Стали все. Но рано-поздно они, мама, папа, все вспомнят, были лезгины. Потому что сейчас они сегодня они боятся это говорить. У них закон такой. Не уважать, не любить никаких народов. Есть нация Азербайджан. У них такой. Они родственные связи всех уничтожают. Это кошмар. Они уничтожают против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, этот род того-то. Они против пророка идет, родственные связи. Пророк сказал, сохрани. Даже те, которые ваши отцы, с кем дружили, с кем поделился хлеб, детям приказал продолжать дальше это уважение, родство. А в Азербайджане такой нет. Азербайджан ассимилирует всех народов и создает одну новую, новейшую нацию, которая без отца, без матери. Вот политика сегодняшняя в Азербайджане. И еще вы говорите, я виноват в чем-то. Как я могу виноват быть, если у вас вы предали свою родину, предали Лезгистан, предали народ свою? Мне не надо, как имаму, сейчас глаза бросать, там кто что делает. Там кто что делает, мы через это пустим, а потом. Основной мужчина виноват бывает. Женщина второй сорт. Почему? Потому что женщина, мужчина их тянет на прелюбодейство туда-сюда. Надо в первую очередь мужиков надо наказывать. Женщины, а потом. Думаю, вы уже привык женщины обзывать, они вот такие, они такие. А вы какие, если сами вы бегаете за женщинами? Неужели вы готовы делать боль кому-то, короче, отцу или брату, кому? Вы же знаете, у женщины созданы из ребра, где ее знание кончается. И почему вы сейчас до сих пор ведете такую, во всем женщина виновата, а вы чисто, короче, бегаете за женщинами. Многие алкаши, пьяницы, короче, музыканты, певцы соблазняют народ. Почему вы даете возможность им, чтобы соблазнить наш народ? Вот азербайджанские стихотворения, все оттуда идет. Заразные. Все хотят петь, чтобы про него хорошо говорили. Поэтому я вас сегодня призываю, остановись от этого мерзкого образа жизни.
Прежде чем против меня идти, смотри, изучай историю. От 18 года, 100 лет, что они сделали нашим народом. Поэтому историю вы не знаете хорошо. Почему в Казахстан, Киргизстан, везде наши деревня стали? Что, они не люди были, лезгины, которые могут бы жить на нашей земле целый век. Изгнан наш народ. Кто это сделал? Азербайджан, 26 бакинских комиссарий, Советский Союз. Я дурак, да, вы говорите, я дурак, я не понимаю, чушь говорю. Какой это чушь? Разве не было в истории изгнания лезгинского народа? 46 тысяч только лезгины отправлены в Воркута, Инта, везде, короче, в тайге там было, убит никто не вернулся. А кто виноват был? Гайдар Алиев, правая рука Андропова, КГБ там работал. Все, что он стучал, да, целый 100 лет наш народ. Сейчас Ильхам Алиев продолжает это интерес своего отца. Ущемляет права лезгинского народа. В тюрьмах везде сажает наш молодежь. Кто виноват? Опять Ильхам Алиев. Что, я неправильно говорю? Бессовестные. Еще против меня говорит, там я виноват в чем-то, короче. Я же правда говорю вам. А зачем меня вас обманывать, когда я сам проходил эти тюрьмы? Надо мной столько издевались они. Столько они меня били, даже избивали, думали, я умер. Меня за ноги брал, выбрасывал в прогулку. Думал, я умер, короче, подох, короче. А слух пускали все время в Дагестан, а он умер там, короче. Мы его закопали. Мама приезжает не на свиданку, а на могилу, короче. Вот Азербайджан мне что давал, короче. Вы сегодня мне говорите, я враг. Вы же, Азербайджан хочет, да, меня тоже хотел вербовать, чтобы я работал на них, но я не пошел. Я что, дурак, что ли? Пока завтра они весь кавказский народ будут ассимилировать, с корнями уничтожить весь нации Кавказа, короче. Не будет ни аварцы, ни даргинцы, ни лакцы, ни кумыки, ни один народ, ни чеченцы. Будет все азербайджанцы в паспортах писать. Я же знаю политика Гайдара Алиева лучше, чем другие, потому что моя разведка, над ним я все время работал. Хоть то время, когда меня избрал, у меня было 26-27 лет. Я жестко пошел против них. Еще как молодой. Против двумя президентов я пошел, дагестанский Мухаммад Али и Гайдар Алиев. И всю обстановку лучше меня никто не знает. Даже находясь в тюрьме, 3 часа ночью ко мне своих людей Гайдар Алиев отправлялся каждый раз. Это даже в их тюрьмах все видели ночью, как заходили люди Гайдар Алиев ко мне в тюрьму. Спрашивали, что ты сказал европейцам. Я все сказал европейцам, каждый его грязные мысли. Я его все мысли читал. Аллах мне давал эту мудрость. Я его все планы разрушал. Я что не знаю их планы. Я лучше его политик, если взять так. Он не политик, он аферист был. А политики такие вещи не делают. Просто политический цел мусульманина должен спасти народ, помогать народу, уважать народ, любить народ во всех делах. В каждый дом заходить, проверять, как они живут. Понимаешь, это груз Аллаха, который мусульманин берет на свои плечи. Каждый мусульманин в каждом деревне обязан заходить к соседу, смотреть в холодильник, что они кушают, что они питаются. А потом они должны сытым ходить. Если там в семье где-то голод, нищета, позор им, что они кушают сытно. Это позор для них. Почему? Потому что они не видят своих соседей, свой народ, своих родственников.
Поэтому нас так учит религия Аллаха. Не учит нас жри сам, как свинья, короче, не думая ни о ком. А сегодняшний день в Азербайджане нищета. Многие лезгинские деревня, у них пенсии почти один мешок, если мука покупать, вот такие пенсии. И сколько семей, если большие семьи, как их держать? Работы нет, ничего нету. Просто загнан наш народ в угол. И все трудности мы видим. Столько лет, 30 лет нас разделили, короче. Под 90-й год я часто избивал их военных, всех, короче, митинги, все делал. Объединял 2-3 раза, оба стороны. А сегодняшний день ничего у вас не осталось. Кто делал все это? Генерал Кахриманов, палец, такой ничего не делал. Ни Нариман Салманович ничего не делал. Все, что там Юждаги делал, я делал. И сегодня я говорю все, что я делал. Я не боюсь никого. Хоть они меня посадили за это. Я не давал покоя им укрепить эти границы. Границы я сделал прозрачными. До 9 все лезгинские паспорта, документы должны быть спокойно туда-сюда двигаться. Я не давал им укрепить границы. Я эти проблемы и в Москве решал, в Минобороны, и там решал, перед Гайдаром вставлял. Думаешь, я это не делал, эти вещи? Я все делал. Я объединял и Кусарские, и все районы, короче. Все объединял. Джамат работал. Вот Забит Резванов был лезгинский шаир. И Адуллах был. Тоже они 15 лет отсидели во время Советского Союза, вышли. Вот его сын, второй Даш Баламай, заместитель был. Потому что я лучше хорошо знал обстановку и то время. А вы просто меня пишете, как будто я что попало говорю. Прежде чем наводить порядок, надо в районах везде патриоты ставить на должности. Во всех районах мы должны поставить своих патриотов. Сегодня не должен у нас во главе в районах азербайджанские спецслужбы, взятками нефтяными, которые назначенные люди. Они не должны у нас находиться. Это сброд все должен, пусть Азербайджан забирает. Или мы их отправим куда нужно. Магадан. Взяточные системы коррупционные созданы в Дагестане мафиозными системами своими. Нам это не интересно. Мы народ веками жили без этих коррупций, без этих всяких беспределов, которые созданы с Азербайджаном. Во всем виноваты азербайджанские власти. Республики их не должен на земле Лезгистана находиться. Лезгистан – это большое государство, которое от иранской границы, понимаешь, это весь почти Кавказ, Дагестан тоже входил в состав это Лезгистана. Сейчас аварцы, которые живут в этом, короче, в Турции, они, говорят, себя считают лезгинами. Я говорю, вы аварцы? Нет, говорят, мы лезгины, у нас домовые книги до 7 отцов, мы все роды. А они что сделали? Разделили наш народ, территорию аварии взял, сделал аварские национальные. Завтра ахтынцы будет, рутулцы, аулцы, все вот так разделили нас. Весь лезгинские народы. Так не бывает же, братья мои. Разделяя и властвуют, коммунисты вот так и сделал. Многие народы разделили от нас, объединили, короче, там сделал большинство, чтобы к власти лезгины не пришли в Дагестане. Специально это сделано, чтобы депутатских голоса не хватило лезгинам, короче. Мы думаем, мы не понимаем это. Тем более в Дагестане тоже ущемляли права всех министерских постов. Взрывали, убивали наших лезгин министера. Даниил Закирджаев, министр финансов Дагестана в то время.
как его давили. Сами же лезгины предали своих же министеров. Министр печати, министр культуры, министр образования. Почти всех министров давили гайдаровские мафии через Мухаммад Али. И еще плюс наша деревня им подарки делала в Азербайджане. Вот. И я дурак, который выступаю. Мне лезгины сами говорят, берите за проститутки, которые там гуляют в каждых деревнях, районах. Неужели вы сами не можете наводить порядок это? Кто районной полиции, кто мешает вам? Мешает? Давай собери список, отдай мне, я поставлю перед президентом России. Эти списки я поставлю перед президентом России, вот беспредельничает. Потому что все должны знать обычаи, традиции нашего народа. Если в России есть закон такой, соблюдать исторические вот эти обычаи, традиции каждого народа. Поэтому мы по нашим обычаям это запрещено. Мы должны это все опередить спокойно, культурно, все это решать. Но сегодняшний день у нас бардак исходит. Сами лезгины вместо того защищать, быть сплочены в своем народе и против меня, короче, что-то всякие чушь говорите. Поэтому, дорогие братья мои, прежде чем на мой адрес что-то говорить, смотри ваших потомков, как их жизнь была строена, как их жизнь была уничтожена на этом земле. Я вам говорю, Азербайджан во всем виноват. Многие нам пепел бросают, Россия, Россия. Да, Советский Союз тоже виноват, совместно с Азербайджаном, но Советский Союз сегодня нету. Вот этот Советский Союз остался в Азербайджане. Поэтому мы не должны, короче, признавать Азербайджан, потому что это одна ветка этого Советского Союза, которая осталась вот на нашей земле. Она не должна, Советский Союз, что делает, это все зараза на наших землях находиться. Наша священная земля, которая веками кровь пролитых наших предков защищает честь, совесть наших народов. А сегодня эти земли находятся под гейские республики. Подписали законы, права зайти в Совет Европы, ограбить Совет Европы, взять там какие-то деньги. Они готовы, короче, подписать однополые браки. Вот продажный народ такой. И мы должны под ним устроиться, что Гайдар Алиеву еще в Дербенте памятник устроили. Бессмысленные люди. Нам через 50 лет, а потом скажут, видишь, Гайдар Баба, здесь наш лидер. Это земли тоже Азербайджан, это азербайджанские земли. Вот так они вас обманывают, как дураков. И я дурак, да, короче, который вам правду говорю. Неужели вы не соображаете сами, у вас нет хотя бы дальновидно смотреть будущее свое немножко? Для чего памятник строен? Чтобы завтра говорить, это наши земли. Через 30-40 лет лезгины исчезнет. Все станут оглы-моглы там, короче. Гайдаров будет у них священнее, как пир, короче. Все будут в четвереньках приходить, целовать эту могилу. Вот для этого они строят, да, на нашей земле это все. Заразы. Неужели никому не нужны люди, человека, это все, для него надо парк строить, для него надо улицы строить, памятники строить. Стольких лезгин, он предатель. Во время КГБ скольких лезгинов он уничтожал. Всех сажал, кто говорил правду, кто поддерживает лезгина. Всех отправлял в Сибирь, тайгу, в тюрьму. И сегодняшний день он для вас святой стал, а свои предки, которые страдали, не вернулись, они стали предателями, да, для вас, черти. И я виноват еще.
не то говорит для вас, да? Поэтому, мои братья, я обращаюсь к всем достойным лезгинам. Все они достойные братья и сестры. Наша сплоченность должен. Мы семья, одна семья лезгини. Это семья, это наш род. Это наш Аллах, который нам даровал, как на земле всем родом. Нас разделил по родам. Но нас объединяет «Ла иляха илляллах Мухаммадан Расулуллах». Но родственные связи мы должны делать прочными. Мы не должны исчезнуть с лица земли, как народ. Мы должны объединиться, вести свою борьбу против тех, кто ущемляет права на тело у нашего народа. Дорогие мои братья, давай прекратите против меня там всякие чушь выдумывать. Там Ферхат всякие чушь пишет свою, против меня. Ты меня сейчас не отвлекай, Ферхат. Мне глаза бросать там голые женщины, гулящие, наводить порядок. Вот это мне сейчас не интересно. Интересно мне сперва свою землю получить. А потом мне интересно закон. Закон будет думать, там совет старейшины, духовный совет, военный совет. Все советы соберутся, и они создадут совет. Все они создаст там на земле, как быть нам жить, как нашим потомкам. А сегодняшний день надо поднять рукава против своих врагов. А враги у нас это сегодня Азербайджан, потому что они готовят наемную армию лезгин против нас, против России, захватит Кавказ. Мы не должны пустить. В составе Азербайджана у нас жизни я не вижу. Это ложный путь, который они через европейские страны, через НАТО, они хотят делать Кавказ, отделить от России. Я что, должен с европейским странам мы должны жить, что ли, чтобы поехать в Европу, туда-сюда. Лучше я соседом России буду жить. Какой бы он хороший, не хороший, я с соседом поживу. Нам нельзя с Европой жить или с Америкой жить. Нам не нужны это чертовские доллары ихние. Мы не люди, за деньги продать свою родину. Мы не такие. Это могут азербайджанские правительства продать за деньги всю Кавказ, весь народы. Поэтому от них чума идет против наших народов Кавказа. Мы этой позиции должны держать все кавказские народы. Не пустить Кавказ, ни НАТО, ни Европу, никакие страны. Даже арабские страны мы не пустим. Почему? Потому что там до тех пор, пока не будет истинной религии, которая нашего пророка, вот это разделенность, Эмираты, каждый шейх начал грабить под себя, создать себе кусок земли, это мое, это мое, это мое. Они забыли единство, которое создал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Все они продажные, все смотрят на доллар, Европу, Америку, США, кто там будет платить нам. Они даже своим соседям с Россией даже не могут жить. Соседним республикам, странам они грызут там между собой, Там нет справедливости. Поэтому, дорогие мои братья, сегодняшний день Кавказ, Россия, они должны вместе находиться, потому что это неразделимые народы веками. Они соседи. Хоть сосед, кто бы ни был, сосед есть сосед. Поэтому мы должны мир создать. И все военные действия, американцы, европейцы, НАТО, ООН, все страны, они обязаны остановить в Украине это боевые действия. Не остановите это, ихние все злые деяния обрушатся на Америку, на европейские страны. Они все будут уничтожены с лица земли. Гнев моего Аллаха против них пойдет скоро. Все ангелы Аллаха спустятся, уничтожат эти города,
Они всякие наводнения, всякие наказания со всех сторон они получат скоро. Они не знают, против кого они пошли. Поэтому они стравливают славянские народы, чтобы друг друга они убивали. А то, что они сверху там игру ведут, это их игра. Мы должны пойти спасти все народы. Кавказский народ должен сплоченно объединиться полностью. Сегодня у нас не должно развлечений быть. Мы чеченцы, мы дагестанцы, мы лезгины, мы осетины, мы кабардины, мы абхазцы. У нас должен только сплоченность во всех делах и держать позиции полностью южной территории, полностью Кавказ. Если кто не с нами, бери Грузию, как нарушает законы. Неужели Грузия уже предает весь Кавказ? Вот они из нашего рода, потомки у нас, да, из одного потомки, они тоже наши племена. Но они сегодняшний день, смотри, начиная дружить с Европой, начиная дружить с американцами, предает весь интерес Кавказа. Зачем это делают они против наших кавказских народов? Это нехорошо. Рано, поздно, и они будут стравливать кавказский народ друг против друга. Мы этого не должны допустить. Кто бы ни жил в Кавказе, мы должны сплоченность создать полностью. Остальные, кто пойдут против нас, они все распадутся. Многие лицемеры это думают яму копать нам, короче, и предавать наш народ, наши интересы. Вы заранее, зная, списки соберите тех людей, кто против нас. У нас будет своя структура, которая будет допрашивать в каждого лезгина. Сегодня первые враги у нас находятся в нашем семье, у лезгин. Потому что они нам мешают, свои же лезгины, предатели. Короче, кто-то там пишет мне, команды чей-то, кого-то Шалара. Что, Шалар не лезгин, что ли? Шалар мой брат, кому какое дело? Шалар в любое время готов со мной даже куда угодно туда пойти. А что, Шалар враг, что ли, лезгинского народа? Шалар все правильно говорит. Ничего себе. Вы даже под ногти Шалара не стоят многие азербайджанские агенты. Шалар брат достойный, который открыто говорит всем лезгинам свои законные интересы. А лезгины молчат, из-за Гаханов Шалара делает враг, типа он армянам служит. Или все мы, кто правду говорит, мы враги Азербайджана, или агенты, это как они считают. Зачем нам армянам служить, когда у нас такой большой Россия есть? Зачем нам маленький народ армян? Наоборот, армяне нуждаются в России. А что, мы слепой народ? Мы же знаем, с кем можно дружить, с кем можно не дружить, короче. У нас союзники, да, Россия наш союзник. Мы и Россию поддержим, спасем. И Россия нас поддержит. Если вы так боитесь Азербайджан. А что, у вас НАТО, американцы, англичане не поддерживают, что ли? Тоже поддерживают. Вы же предатели. Вы же предатель. Всю жизнь жили с Россией, и тут укусил руку, перевернулся на ту сторону, обулся, короче. Вот вы продажные, как можно с вами жить? Вы завтра нас тоже и так же ассимилируют, вы уничтожаете наши истории, наше все.
И вы о Шагларе еще говорите против Шаглара. Шаглар достойный брат, который открыто говорит, он был против за то, что там гайдаровский памятник построили в Дербенте. А почему обманули вы нашего бывшего прокурора Яралиева, построил там, короче, в Дербенте ему этот. И специально его назначили мэр города специально, чтобы обвинили мы его, короче. Вы же его обманули тоже, деньги дали, взятку дали, и все, построили там, короче, это все. А нам это не нужно, мы это памятник там не будет, там будет памятник Хаджи Дауда. И улица будет, это, которую Гайдар Алиеву дал, мы эту улицу будем называть улица Хаджи Дауда, и все. Весь Лезгин, весь Кавказ будет эту улицу называть Хаджи Дауд, и все. И памятник там не должно. Памятник там вы, иди в Курдистане, там поставь. В курдские земли поедешь туда, между Иран, Ирак, Турцией, Сирией. Вот там есть Курдистан. Вот в Курдистане поставишь вы свое Гайдар Алиеву памятник. Нам не интересно нашей семье, нашим родине памятник его, короче. Он для нас никто, он враг номер один для лезгинского народа. Всю жизнь сажали лезгин. Первый стукач Кавказа, короче, стучал всех подряд, короче. Нам не интересны его интересы, которые он против нашего народа столько лет кровь пил, короче. Из него герой делать, на него улиц давать. Это бессмысленные. Считай, что грязь под ногами, под ногтями попали у нас. На нашей земле поставил вот это все. Думаешь, я не понимаю это все? Столько лет, блин, это животные, они все издевались надо мной, блин, постоянно прессовали, издевались в тюрьмах, короче. Что вы можете? На одного меня человек 50 подлецы дубинками нападали все время. А когда у меня в руке нож попал, блин, все застряли в дверях, короче. Кто куда бежали, все надзоры и все системы, короче, в тюрьме, короче. Один раз меня хватал, Аллаху Акбар, говорит, все как мыши разбежались на разные стороны, блин. Я за ним ножом, короче, бегал по тюрьме. Подлецы, короче. Вы меня хотел воспитать, сами не воспитаны, неблагодарные черти. Вашей разведки не должно на лезгинском земле. В Лезгине все братья. Я во имя Аллаха говорю, запишите там, записи сделайте против этих азербайджанских дербенты, там сколько агенты сидят пекинские, кто работает на МНБ Азербайджана. Вытащи их из них, записи делай, собери эти записи, отдай мне, короче. Я их высушу полностью, короче. Вот такие действия вы должны делать, где что там двигается, все должен сразу. И список мы поставим, нужные места, и возьмемся за всех. У нас работа будет. Наша система, короче, Лезгистана тоже будет работать полностью. Поэтому надо с них начинать. Сегодняшний день многие лезгины тоже во главе района везде ведут политика азербайджанских МНБ. С ними ведут тайные совещания, тайные разговоры, короче. Это уже с 90-х годов они налаженные связи по трубе, короче, нефть продавая там. Даже есть такие ФСБшники, которые Азербайджан сами под взятками держали их, до сих пор держат. Такие губернаторы, они говорят, астраханские губернаторы тоже наши люди, короче, мы их кормим. Понимаешь, они оттуда паромом все таскают, и Азербайджана, с Ирана, оттуда все. Они же прямо так говорят, губернатор наш человек. Они же там тоже, в Астрахани тоже парк строили, этому Гайдар Алиеву какой-то парк. Завтра Астрахан тоже будет, их земли, короче. Бессовестные. Я разве неправильно говорю? Потому что вы любите в чужом доме создать свой закон.
хотя бы это коренные народы веками, которые жили, уважай, да, уважай эту народу, зачем вы не уважаете? Именно вы должен Давид притеснять, уничтожать эти народы, малочисленные народы, а создать свое я, короче, в чужом доме, короче. Это бессовестный путь ваш. Да поможет нам все знающий Аллах, мои братья, сплоченность в первую очередь от нас сегодняшний день зависит. Во всех районах, во всех селениях, во всех в Лезгистане должен сплоченность быть. И каждой деревне должен быть старший, совет должен. И соберите это все, инша Аллах, мы скоро начнем свое. Мы создадим свое. Инша Аллах, Аллах нам даст многого. Мы так не оставим, мы все равно заберем свой Лезгистан. Это принадлежит веками нам, короче. Поэтому азербайджанские планы в Кавказе не должно. Азербайджанские планы там, где азербайджанцы живут, в Иране или там где-то в Турции, пускай там они свои планы строят. В Кавказе они лишний народ. Кто живет на земле коренных народов, пускай живет по обычаям, по традициям коренных народов. А то, что они будут свое там, без им, говорит, все забирать у нас последний кусок еда, который мы кушаем. И все, это беззем. Нигде в горах, территориях нет азербайджанских. И здесь Дербент беззем осталось. Как это понять? 100 человек отправил переселенцы, и сразу город стал безземный, короче, Дербент. А Азербайджане там победа против армян, они воюют, а флаг вставляют Дербенты, что за это? Причем это лезгинские земли, какой они имеют право флаг поднять на наши земли, на крепость поставить. Это наши земли. Что, они по лезгинов победили, что ли? Или стольких людей, в Азербайджане требуют национальные интересы, или там родной язык, там их сажают армянские агенты, говорят, падлы. Это правительство бессовестное, на что у него знание кончается. В мраке живет, как тупорылый, короче, издевается над нашим народом, короче, чуть чего, короче, они армянские агенты. Вот, чернит наш народ, короче. Поэтому неужели у этих братьев, которые они сейчас держат, нет у них родные? А как они там издеваются, я знаю же, туда же даже мою матерью они туда подвал спустили, показали, как они бьют лезгины, издеваются над лезгинами. Человек 20-30 дубинками со всех сторон бьют, короче. Поэтому, дорогие мои братья, мы должен свое создать. И все. Свое забирать, все. А там мы разберемся. Многие говорят, что хочешь на мой адрес, говорят, когда я начинаю выступать. А до этого почему не говорил? Говорил бы, да, до этого. Именно когда я начал выступать, вы против меня как будто мясо кушаете, мертвого. Брат, такой грех совершаете. Я хочу, чтобы у вас все свое было. Я своей жизни посвятил для лезгинского народа. Столько лет страдал за это общие дела народа. И вы сегодня против меня начинаете все ложь, чушь выдумывать. Сами лезгины пишут. Даже русские не пишут. Никто не пишет против меня что-то. Сами лезгины пишут. Даже другие народы Дагестана, Кавказа против меня ничего не говорит. Сами лезгины предатели, которые предали свою нацию, свои родственные связи, свой народ полностью, свои потомки. Судный день они за кем встанут? За Азербайджаном встанет, не за своими потомками. Как родство, они не станут за своими потомками. Они не будет, у них не будет свой родственный этот. Они же прервали, что предали наш народ.
Поэтому, дорогие братья, не думайте, родственные связи это важнее, чем Азербайджанская республика. Родственные связи нас по роду, Аллах, как детей Адама, нас через утроба наших матерей вытащили на эти земли, чтобы мы придерживали родственные связи и отдали им хак, что Аллах создал для нас, для них, короче. А то, что Азербайджан это ваш враг номер один, республика. Они каждый день думают, как ассимилировать, уничтожить эту нацию, захватить их земли. У них вот этот план в первую очередь стоит. Да поможет нам Аллах, все знающий, все могущий. Уповаясь на Аллаха, только мы спасем себя. Многие там в деревнях, районах молодежь наша испортили. Думает о водке, пить, выпивке, гулянке. Вот это все надо остановить, дорогие мои братья. Сегодняшний день каждый лезгин должен думать о семье, о своем роде. Вы на произвол судьбы отставили своих жен, детей, и многие начинают там выпивать, танцевать, радоваться. К чему вы радуетесь? У вас ничего нету. У вас голодает даже семьи. Кушать нету, деньги нету, работы нету. Все лезгинские земли, Лезгистана стоят, как будто их сушит, короче. Никакие плоды не может. Горские деревня, все мертвые. Нету ни производства, животноводства, строительства. Ничего нету. Мы обязаны попросить, даже у России, попросить поддержку какую-нибудь нам. Восстановление горских деревня, строительство, сельское хозяйство, животноводство. Можно ковровые фабрики строить много в горских районах. Мы это все должны делать. Вы не должны, сложа руки, там сидеть. Все вопросы должен на столе поставить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Почему вы сидите? Все деньги, которые приходят в субсидии, везде грабит, короче. Бедный народ не могут даже кредит получать в России. Дагестанские национальности запрещает даже в других местах кредит получать. Все коррупционные системы, вот это все в Дагестане, везде, короче, мучает наш народ, тупик загоняет. А мы виноват вытаскиваем русских. Причем здесь русские, когда наши такие поставили свой пузо, живот прямо перед народом. На, смотри, мой живот, дальше вы не пройдете, говорит. Поэтому мы должны создать жизненные условия для нашего народа. Но Азербайджан этой жизни не дает. Азербайджан там мизерный такой пенсии сделал, чтобы за эти пенсии еле мешок муку может покупать там в Азербайджане. А сами берите. Даже лопатка никогда не держал. Ни Ильхам Алиев, ни его дети, никто. Грабит миллиарды. Вот курды что делают? Язык курды чем занимается в Азербайджане? Поэтому надо быть справедливым, честным быть. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Суббахун куддусун раббул валь малайкати ва рухи. Субханаллах вальхамдулиллах ва ла иляха илляллах валлаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллах валлаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракатух. Дорогие мои братья и сестры, размышляйте, прежде чем против меня что-то писать. Я вижу, не подавайтесь тем лезгинам, которые служат азербайджанским спецслужбами на территории хоть Дагестана, Азербайджана. Они вас готовят, они хотят вас столкнуть с русскими. Поэтому они столько лет, азербайджанцы, столкнули чеченский народ против России. И ничего,
от этого не вышел, а потом сами начали и чеченцев ловить, отдавать России, свои отношения опять сделал с Россией хорошие. Азербайджанские правительства – это сами отвратительные, коварные политики у них. Они за деньги продаст любую. С ними с одного этого кушать никогда не получится лезгин. Лезгинский народ не любит лицемерие. У азербайджанцев им разницы нет, какую маску одевать. Они когда-то с Россией были. Сейчас они европейцами стали. Завтра они с арабами станут. Кто им платит, тем они служат. Это базарные люди. Им разницы нет. Главное, чтобы деньги шел. Вот у них план. У них государство, такое государство, это не государство. Им рынки нужен. На Луне, если Гайдар сказал, мы рынок построим, всех азербайджанцев туда отправим. У нас был бы свой космический корабль, мы тоже их, это правительство отправили бы на Луну, оставил бы там, чтобы там рынки открыли. Вот это их путь. В этом деле и они быстрее на Луне собрал бы все золото там, короче. Да поможет нам Аллах во всех наших праведных делах. Аминь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, братья.